Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». С вами я, Дарья Анкехова. Дорогие друзья, сегодня мы с вами посетим Tribal Dome. Что это такое и чем здесь занимаются, мы узнаем сегодня. А самое главное, я испытаю на себе один из видов танцев. Как говорят, это танец свободных и ярких людей. Девушки, здравствуйте! Добрый вечер! Прошу прощения за то, что потревожила. Ну, на такую красоту, конечно, нужно смотреть. Но сегодня мы с вами хотим поговорить, познакомиться, а самое главное, рассказать нашим телезрителям, что же такое Tribal Dance. Тем самым мы хотим рассказать людям о том, что танцевать нужно всем, да, и вот танцу все возрасты покорны. Ну а Tribal Dance — это вообще отдельная история, да. Вот со мной рядом находится руководитель группы, познакомьтесь. Здравствуйте, меня зовут Васильева Анна, и добро пожаловать в наш Tribal Dome. Здесь мы танцуем американский трайбл стиль. Не только танцуем, но и преподаем всем желающим. Американский трайбл стиль пришел нам из Соединенных Штатов Америки. Он был зарожден еще в конце 80-х годов. Каролина Нерикио придумала специальную систему движений, разработала, которые имеют свои ключи и которые мы изучаем как базу. Эти базовые движения как буквы, а из букв получаются слова. И каждая танцовщица из слов творит свою песню. Ну, а вообще трайбл — это что? В переводе с английского языка это, я насколько знаю, это какой-то племенной танец. Конечно, в этом танце собрано, этот танец соткан даже, можно сказать, из разных племенных танцев. Здесь есть ритмы Индии, Испания, Восток, балканские, цыгане. То есть это такой смешанный танец, и здесь можно сочетать все, да? Да. На самом деле, дорогие друзья, я неспроста сегодня решила испытать именно это направление танца на себе, потому что я была свидетелем того, как выступают эти девочки, и это действительно завораживает дух, потому что динамика, красочные костюмы, улыбки на лицах, это просто не может не тронуть за душу. Большое спасибо. Расскажите, ну а трайбл в Якутии как давно появился? К нам его привезла Лилия Соловьева, тогда она была еще директором, ну и сейчас по сей день является как бы основоположником школы-студии танца «Дива». В 2009 году она привезла нам из Германии этот танец, многих этот танец заворожил. И наши преподаватели, Полина Росновская, Алена Назарова, которые преподают в школе танцев «Дива», и здесь, в нашем трайбл-доме, они начинали с Лилией вместе. Сколько сейчас девушек примерно в вашей группе вот танцует? Ой, ну до пандемии нас было очень много на одной сцене, до 30 человек доходило, да. То есть не пугаем, они все живы-здоровы, да? А то сейчас подумают, что еще что-то произошло. Просто нельзя, уже нельзя. Нельзя больше, да? Да. Ну а вообще средний возраст танцующих в вашей группе? Ой, такого даже нет. К нам ходят разных возрастов люди, есть и женщины 70 лет. Да вы что, Да. 70 лет в трайбле? Да. Вот, есть и девушки молодые, студентки, да, тоже к нам приходят.
То есть, в принципе, этому танцу все возрасты покорны. Конечно. И давайте мы все-таки нашим дорогим телезрителям объясним, что сегодня, возможно, вы будете слышать такую аббревиатуру АТС. То есть, чтобы было понятно, расшифруем. Это American Tribal Style. Да. Поэтому не путайте АТС там с другими, да, похожими аббревиатурами. На самом деле, это сегодня мы так будем называть тот самый танец, который мы будем испытывать на себе. Ну, давайте уже не будем томить людей, да, и зрителя нашего, и начнем все-таки испытывать на себе. Конечно. С чего начинаем? Да. Ну, во-первых, это постановка корпуса. АТС танцовщица. Так, я. Корпус должен быть повернут диагонально от зрителя, при этом плечи должны быть повернуты к зрителю. Копчик заземлен и мягкие колени. При этом подбородок должен быть, то есть образ АТС-танцовщицы – это гордая женщина, да, с красивой осанкой. Вот. Да. Второй момент АТС-танцовщицы – это сильные и мягкие, одновременно мягкие руки. При этом получается параллель с полом – это плечо, плечо, локоть и кисть. И также пальцы, они являются продолжением руки. То есть у нас локти не свисают, они у нас параллельно полу. О, это же очень тяжело. Конечно. И все занятие, обычно у нас длится 1 час, или танец, он может длиться 10 минут, мы танцуем с такими Дорогие руками. друзья, это вам только кажется, что вот мы пару минут держим, на самом деле вот с такими руками легко стоять, вот с такими руками, ну мне уже от 1 минуты тяжело, действительно. Вот. И положение рук, если посмотреть сверху образ, то это не прямые просто, а чуть-чуть согнуты, они чуть-чуть в локтях согнуты. Вот чуть-чуть. Ага, вот. Вот чуть-чуть? Да. Ага. И вот так поднимаем. Это же положение сохраняем, они могут быть внизу, руки, могут быть горизонтально, могут быть наверху. С ума сойти. Да, также есть, при этом некоторые танцовщицы шутят, что когда у нас руки наверху, они должны быть за ушами. То есть не впереди, вот так, да, так мы не танцуем, а за ушами. Ощущение того, что если человек наверху стоит у нас, если мы на 1-м этаже, человек на 2-м этаже, он должен видеть наши подмышки. Вот так вот. Да. Так, товарищи, сегодня все наши зрители будут видеть наши подмышки. Вот. Вот такое ощущение у нас. Да, и также есть положение рук в левую сторону и на правую сторону. И вот одно из базовых движений – это есть пропеллер-терн. Это поворотное движение, но пока мы начнем его без поворота, это база – это движение рук. Начинается у нас руки наверху, правую руку опускаем в горизонталь. При этом заметьте, что мы взглядом и лицом уводим нашу правую руку в сторону. Надменно смотрим в эту точку и уводим. И поднимаем обратно. При этом кисть, она как бы у нас не плавает, она является продолжением руки. Теперь левую руку опускаем. И также надменно ее провожаем в путь. Мне очень нравится ваша терминология. Значит, гордая женщина, надменно опускаем руки. Все очень здесь схвачено, товарищи. Далее, 3-й этап, также правая рука. И здесь кисть у нас делает такое движение, как будто бы ныряет, куда-то ныряет. И вот здесь пока без поворота мы опускаем правую руку вниз. И видите, пропеллер, да? Получается, как будто бы у нас лопасть. Да. Вот в чем дело. Да, ну название, терминология такая. Далее мы их как будто бы складываем и по диагонали вот здесь разводим в стороны. Причем правая рука у нас поднимается наверх, а левая остается в горизонтали. Можно еще раз повторить. Итак, взгляд не забываем и уводить руки по сторонам. Сначала направо, налево, направо, нырок, без поворота пока, пропеллер, и через диагональ руки разводим по сторонам. А теперь мы это сделаем с поворотом. Направо рука, налево, направо, ныряем. И вот здесь, вот тут заводим мы ногу и поворачиваемся и по диагонали. То есть тот промежуточный у нас вот этот пропеллер, он у нас получается в повороте. Мы его делаем в повороте, практически вот в этой плоскости мы его доделываем.
И когда поворачиваемся на зрителя, мы разводим руки. Сколько этому учились вы лично? Скажите, пожалуйста. Такое ощущение, что... База учится месяц, Месяц? может быть 2, да. И довольно-таки легко. Да? Да. Так, хорошо. Это база только. Это только база. Базовых движений несколько, и без базы никуда. Дальше они только по уровню усложняются. Что-то на них накладывается, и получается дальше красивый танец. Так, дорогие друзья, мы продолжаем, да? Да. Итак, на самом деле, расскажу о своих впечатлениях на данный момент. Очень сильно напрягаются руки, просто нереально. Тут все затекло, мышцы забились, хотя прошло буквально 2 минуты. Но это только начало нашего трайбл-дэнса. Дальше, девочки. Дальше. Это также я забыла упомянуть, но можно сейчас сказать, что все движения делятся на медленную часть и на быструю часть. Музыка бывает медленная и быстрая. Первое, то, что мы с вами сделали, это медленная часть. Сейчас одна тоже из медленных частей – это body wave, волна, получается. Когда мы также встаем, значит, в основное положение от танцовщицы, и получается мы как полочку выводим грудь вперед. Вперед, Полочка, назад, как полочку, грудь как вперед. ящик. Вперед, назад задвинули. Такое ощущение, Вперед что выдвинули, Вы назад постоянно задвинули. с ящиками ходите. Как полочка, ящик, Ну, куда? на самом деле, когда начинаешь обучать людей, у которых нет вообще базы и нет, они никогда не занимались танцами, очень надо какие-то вот такие вещи рассказывать, сравнения, да, проводить. ассоциации, чтобы они чувствовали это, почувствовали. Так, полочка, ящик в этом районе, да? Да, вот. А теперь мы как бы не задвигая, а остаемся в нейтрале. Вперед, нейтраль, вперед, нейтраль, вперед, нейтраль. Теперь мы поднимаем грудь наверх. Ой, это Наверх, интереснее, да. это интереснее. С помощью диафрагмы и точки, которые находятся между лопатками. Ощущение, что как будто бы туда кто-то давит. Куда? Вот сюда. Вот сюда? Так, ну-ка. В эфир не буду говорить, куда. Давят, в общем, куда-то там, в общем, давят. И грудь должна подниматься, да? Наверх, 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 наверх. внимание, она Теперь мы должны соединить эти точки. Вперед, наверх. Вернулись в нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Ой, боже мой. Вперед, наверх, нейтраль. Подбородок остается на месте. Гордый Вперед, взгляд. Гордый Ну, взгляд да, наверх, но только нейтраль. не подбородок вперед, а грудь вперед. Это самое главное. Так, подождите, мне очень нравится. Да. Мне кажется, Вперед. нашему оператору тоже очень нравится сегодня вообще участвовать в этом проекте. Вперед, Итак, наверх, нейтраль. Еще раз. Так. Вперед, наверх, нейтраль. И вот одно из базовых движений, это body wave. Оно выглядит таким образом. Руки в следующее положение. Сейчас надо еще включить музыку, наверное, да, чтобы это... Под музыку оно очень Давайте. красиво. очень красиво. Да. Ну, в общем-то, вперед, 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 наверх, да? нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Ну, как-то так, в общем, дорогие друзья. Ну, сейчас под музыку все получится. Итак, Так, корпус диагонально, плечи на зрителя, копчик заземлен, колени мягкие. Самое главное. И самое, темечком тянемся в космос. Да. Вперед, наверх, нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. так пусть будет так. Вперед, наверх, нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Вперед, наверх, нейтраль. Знаете, иногда лучше наблюдать за другими, чем за собой в отражении, дорогие друзья, но вперед, наверх, нейтраль в голове есть, отложилось. А вот на практике это не так легко, как кажется. При этом движении бедра должны оставаться на месте. Мы как будто бы плывем. Вот, хорошо. Я вся шевелюсь. Это движение является основой еще одного из движений базового в быстрой части. Если вот сейчас быструю часть включу, называется арабик. То есть это остается также
вперед, наверх, нейтраль. Но подключаются уже бедра. Вперед. Да, вперед, наверх, нейтраль. И дальше эта волна, вот ощущение волны, уходит в бедра. Тут уже есть элемент Востока. Вот когда- это да, попроще Да. воспринимается. Тут можно сказать, что грудь вперед, дальше Вперед. живот выходит и дальше уходит в бедра. Волна. Получается грудь, живот, бедро, все в нейтраль ушло. Грудь, живот вперед, бедро. Нейтраль. Не Грудь. бедро, таз. Да. Интересно, в общем, такое ощущение, что я просто деревянная, товарищи. Грудь вперед, живот вперед, нейтраль. Грудь вперед, нейтраль. Мгм. И когда мы это движение, как оно выглядит базовое, оно выглядит вот таким образом. Оп, как они делают это, дорогие друзья, обратите внимание, поплыли, поплыли прекрасные лебеди, ну и я вместе с ними. Вы на носочках, я так понимаю? Да. Но можно, конечно, на полной стопе делать это. Начинают на полной. Не забывайте про свои подмышки, кому вы должны показывать. А, все. Да. Пальцы тянутся наверх. Большие пальцы прячутся сюда, в ладошку. Да, чтобы у нас не было таких рук. Вот здесь мы можем включить наш body wave. Это медленная часть. Как у вас все шевелится. И можем пропеллер терн, да, включить, то, что мы с вами проходили. И у нас практически с вами получается танец. Танец медленный, но очень красивый. И опять это движение, которое у меня не очень получается. Ну, и я делаю вид, что он получается. Вот. А это уже быстрая часть. Мы можем включить арабик. Что происходит? Как у них все легко это, товарищи. Также можно еще одно движение из быстрой части, если это очень интересно вам. Конечно, интересно, особенно То- когда все получается. В основе этого движения это скрутка. Вот это Да. попроще. Попроще. О, Делаем скрутку параллельно полу. При этом плечи на месте, голова на месте. Не ходит. а мне кажется, да. Так, все, зафиксировали вверх и Да. И только бедра. Вперед-назад, вперед-назад. колени мягкие, да? Колени мягкие обязательно. Плоскость параллельно полу идет. Скручиваемся. Вот еще. Вот. Параллельно полу. Можем вот так делать. Вот. Сделали вперед ногу, скрутка. Обратно. Вперед нога, скрутка. Получается так? Руки не висят. А, Есть ощущения? Какие-нибудь есть ощущения? подожди, я пока пытаюсь поймать волну. Так, у вас все очень сдержанно и вот тут все, а у меня все Правильно. ходуном. Да, этому, конечно, надо учиться. Тело пока не знакомо с этими движениями. В общем, это делается так, нога вперед и просто поворот. Скрутка. Да, вот Скрутка. скрутка, обратно нейтраль. Ногу поставили на место. Опять Скрутка. вперед нога, скрутка. Скрутка. Есть. Раз. 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 Получается, когда нога возвращается, то вместе с ней уходит скрутка. Не то, что скрутка ушла, нога ушла, а одновременно. Есть. И вот одно из движений – это Egyptian, когда на руки наверху.
И получается вот раз. Тут мы еще можем корпусом себе помогать, увеличить амплитуду скрутки. А у вас бывает такое, что кто-то ходит к вам год и не может ничему научиться? Нет, Не бывает такого? нет, практически такого не бывает. А вообще бывает такое, что, допустим, ну, не даются там, ну, очень долго движения? Ну, сколько максимум можно учиться вот основам вот этим? Основам, ну, у всех по-разному, потому что у всех разная база, у всех разное тело, ощущения. И это не зависит ни от возраста, ни от конфигурации человека. Это сугубо лично каждое. Как бы. Ну, у нас несколько групп существует в школе. Дива и в нашем трайбл-доме. Это начинающая группа, продолжающая группа и есть вот те, которые уже, так скажем, старички, которые уже давно занимаются. Вот посмотрите на них. Их хлебом не корми, дай потанцевать. В общем, мы остановились, пока беседовали здесь с Анной, да, девочки продолжают танцевать. И вообще у них ничего не напрягается, у них как будто бы не болят мышцы. Вот смотрите, вот, ну, вот эти скрутки у них все получаются. Это что такое? Вы когда-нибудь замечали, что АТС-танцовщицы очень синхронно танцуют? Очень. Да. Кстати говоря, я читала про эту информацию, что вот именно фишка вот трайбала, да, что все танцуют очень синхронно. Посмотрите, то есть у них руки движутся одинаково, у них тело движется одинаково. И именно синхронность это и есть фишка, да? Да. А секрет – это ключи, которые подаются в начале каждого движения. Ключи, кто Да. подает их? Подает их лидер, человек, который стоит впереди. То есть я так- есть специальная формация, мы можем сегодня о ней поговорить. А, вот смотрите, вы руку отвели, они уже все знают, Да. куда. Они как роботы, то есть практически, да, за вами повторяют. Смотрите, она начала поворачиваться, они тоже поворачиваются. Просто диву даешься. А вы как пока показываете ключи? Ключ может быть поворот головы направо-налево, когда мы руки разводим, в ту или иную степень опускаем руки. Это может быть поворот корпуса. То есть Любое. они уже видят сразу Да. и контролируют? Да, у каждого движения есть свой ключ. Вот так вот, да? Да. И второй секрет синхронности – это формации. Правильная расстановка. То есть всегда есть лидер, допустим, я, и давайте встанем. Да. То есть Лидер. та расстановка, Лидер. когда лидера всегда видно всей группе. А, лидер неуч стоит по какую сторону? Или такого не Есть. бывает? А, Почему вот у нас корпус всегда развернут в эту сторону? А. Потому что лидер всегда с этой стороны. так. Вот так вот. Да. Ой. Вспоминаем наши движения. Да, это я помню. Любой поворот мы показываем поворотом головы. Можно на этом движении ходить назад и вперед. Это тоже. Можно вперед ходить. Вперед? Да. Получится у вас. Вот за Викой следите, за Викторией. Так, за Викой. Если повторять за ней. Ну так, для интереса. А, попробуем. мы с Викой Да. вперед? Да, а мы назад. А ну. мы со Светланой назад. Я поменяемся, покажем, а вы А, будете да, за Аней да, да. повторять. Давайте. Так, я за Аней. Да, я за Аней. Да. Она назад, вы назад, она Хорошо. вперед, вы вперед. Мы готовы. И И как мы говорили, в этом танце нет конкуренции.
Да, Вот. потому что лидер, он всегда меняется. Не может быть в танце один и тот же человек всегда быть лидером. Мы танцуем четвером, и каждый может быть лидером. И каждый танцует те движения, которые он хочет, которые душа требует. Аня, подскажите, а сколько длится в среднем ваша вот одна тренировка такая? Тренировка 1 час. 1 час. Да, но мы собираемся, наша трайбл-группа МН, мы занимаемся уже порядка, наверное, кто-то 6 лет, кто-то больше, кто-то меньше. Уже с основной базой, это 3 уровня, мы все знаем. И мы занимаемся 3 раза в неделю, собираемся. По часу всего лишь? Да, по часу. То есть это уже больше для души, да? Или вы постоянно что-то новое изучаете? Нет, конечно, потому что этот танц совершенствуется. Появляются новые движения, новые формации. Можно танцевать с любыми атрибутами. Это могут быть мечи, кувшины, да, восточные тарелки, платки, веера, вейлы, все что угодно. Да вы что? То Да. есть сюда еще в этот танец можно Конечно, внедрить некоторые да. элементы. Интересно, а вот у меня вопрос такой. Все-таки это вот групповой танец, как мы говорили, да, это племенной танец. То есть есть лидер, да, он меняется, но вы все равно идете за определенно одним человеком, да. Но если в танце сбиваешься, здесь же у вас может включиться импровизация. Я где-то прочитала, что трайбл тем и прекрасен, что здесь ценится импровизация. То есть настоящий танцор в этом стиле должен уметь импровизировать, правда? Правда, импровизируем мы всегда. И у нас даже есть такое негласное правило, если лидер ошибается, вся группа ошибается за ним. Ну, И никто никого не ругается. И это позволено. Это позволено, да. Это позволено. Хорошо, а то есть нет такого понятия, что лидер это самый опытный вожак? Нет. Нет, Нет, то есть такого нет. То есть лидер это самый, допустим, стройный? нет, Нет. Лидер это самый высокий? нет. Нет. То есть вы всегда меняетесь. То есть лидером может стать каждый. Правило есть. Кто выходит на лидерское место, танцует 2-3 движения и уходит. Выходит следующий лидер. То есть всегда круговорот. То есть во время танца вообще, как бы музыки, да, все вот танцы должны быть, по крайней мере, большинство должно быть на лидерском месте, хотя постоять чуть-чуть. Хорошо, по чуть-чуть Да. постоять. Так, ну я сегодня, наверное, не стану лидером точно, ни в каком движении. Но, значит, вот это наша основа, да? Мы, в принципе, с вами основные движения уже изучили. 4 основных, 4 да, основных. их побольше будет. Ну а Да. сейчас, дорогие друзья, мы перейдем к самому интересному, на мой взгляд, интересному моменту. Это те самые украшения, макияж и те самые костюмы. Ведь в трайбале очень важно вот именно то, как вы одеты, во что одеты, а потом как с этим совсем можно танцевать. Оставайтесь с нами, мы вернемся. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем испытывать на себе дикий танец трайбл. Это интересное движение танца, американского танца. Ну, как нам уже сказали девочки, здесь смешано несколько стилей. И сейчас происходит следующий процесс. Девочки надевают тот самый наряд. Мне очень интересно, что там происходит. Ну и, конечно же, я не могу не пойти в Саратов. Анна, ну рассказывайте. Расскажите, во-первых, из чего состоит вообще костюм танцора в этом стиле? Вообще этот образ придумала Маша Арчер. Она как раз была учителем Каролины Рикью. И она как раз придумала образ. Раньше восточницы все были открыты. Да, Да. то есть тело было открыто. Да, Лиф. здесь максимально прикрывается. Да, то есть руки закрыты у нас. Это чоли. Поверх одевается лиф, которая расшита. Вот в данном случае это ткань, египетская слив и металл. Вот. Далее, значит, у нас обязательно есть шаровары. Так, гляньте, Да, шаровары. это у нас отсылка к Индии. То есть это Да. часть из Индии. Да. Шаровары любого цвета. Любые, Они- главное, чтобы они были широкие. Они для объема или они какую-то практическую часть несут тоже? И для объема, и в танце, когда мы кружимся, они все-таки красиво смотрятся. Не когда голые ноги, а когда все-таки есть какой-то оттенок, краска, красота. То есть блеск там у вас, да, все хорошо. Дальше Да. что у нас? Далее обязательно 2 юбки. Нижняя юбка и верхняя юбка. Нижняя и верхняя. Да. То есть какой материал обычно используют? В основном хлопок батист, есть шелковые,
И сколько метров? Вот я сейчас смотрю, поверьте, здесь поместится несколько Даш, несколько Маш. Сколько здесь юбок? Ну, по подолу у нас должно быть обязательно 25 метров. Это обязательно требование Да. для всех юбок? Да. То 20, есть тогда она пышнее, и она красивее смотрится на сцене. 25 метров подол. Вот такая. Дальше, вот тут ваш что-то Дальше очень это интересное. подпоясник, это тоже дань Индии, это прямо из индийской ткани, вот, подушечная ткань, и помпоны. Помпоны для Да, красоты. для красоты, когда мы работаем бедрами. Ага. двигаем. Я Да. смотрю, у вас здесь очень красивый еще пояс. Да, Посмотрите. бисерный. Это наши мастерицы местные делают. С нами, которые танцуют девочки, Полина и Настя. Они расшивают, это так красиво. Это уже вы добавили такой элемент? Или всегда пояс Есть. должен присутствовать? Бисерный, нет, обязательно. Обязательно шаровары, 2 юбки, подпоясник и пояс. И пояс. Да. Так, на голове что у На вас? голове цветы, но это уже испанский образ. Да, это Да. понятно, всем уже. Да. Да. Бинди, Бинди, что такое? это уже из Индии. На Да. лоб Да, наклейки да, такие. Да, Мгм. ну очень красивые. Мгм. Ну и, конечно, самое главное, какая же девочка не любит Украшения. это украшения, чтобы Боже собрать весь мой. образ. Боже мой, это что? Это в основном из какого металла? Это сплавы разные. Есть тут старые украшения, вот, допустим, это старые украшения. В плане того, что мы, конечно, это все покупаем, не то, что мы хранили в семейных сокровищах. Да. Да, вот. Есть турецкий, есть. Вот это у нас из Индии, мяу. И также серьги. туда. Это вы все одеваете одновременно? Конечно, это сейчас все будет на мне через 5 Это минут. все на вас? Конечно. С ума сойти. Сколько здесь килограмм примерно? Ну, килограмм 5 точно есть, может больше. Вот вы представляете, а если гастролировать, вот, допустим, группа, да, у них, у вас примерно сколько человек? Ну, говорите, раньше 30 было, но сейчас человек 10, да? У каждого вот по 5 килограмм такого только металла, 25 метров одной юбки, второй юбки, здесь еще красота. Это просто, ну, невероятные какие-то цифры и показатели. Одно кольцо чего только стоит, товарищи, гляньте. Это только одно кольцо. Вот это все имеет какое-то сакральное значение, то есть, или это все только для красоты? Ну, сейчас это для красоты. Но раньше на Востоке женщины все одевали сразу все на себя. Все лучше. Да, все лучшее на себя, потому что на Востоке мужчины могли, сказав 3 слова, развестись, и как в чем была женщина, в том и уходила. Вот так вот. А если все на ней, все сокровища она забирала с собой. Вот так вот, товарищи. Да. Обратите внимание, практически нет камней, да, в основном все металл. Да. Камней, никаких страз практически, да? То, наверное, только полудрагоценные, Да, драгоценные. ну у нас, какие-то. допустим, у наших танцовщиц ценится вот такой старый даже металл, чтобы он не блестел, допустим, вот как на этих солдатах, а вот именно он со старыми должен быть. А, то есть такие в цене. Да, такие в цене. Такое ощущение, что это все такое старинное, древнее, да? Ну, есть такие украшения, это тоже есть. Вот так вот, да? Ну что, дорогие друзья, конечно же, я сегодня являюсь частью этого коллектива, и меня ждет все то же самое. Совсем скоро я преображусь и буду выглядеть так же нарядно и красиво. Ну а пока понаблюдаем за тем, как девочки наряжают себя. Вот здесь у нас остальная часть нашего коллектива. Давайте посмотрим, что у них. Мне очень любопытно. Так, девочки тут вовсю уже наносят макияж. Я вижу уже ресницы. Гляньте, дорогие друзья. Все при них, да? Значит, у кого-то, я вижу, уже ракушки появились на голове. Да, вот, смотрите, вот такие ободки, да, из ракушки. Кругом стразы, блеск, помада. Вот такой на шее, посмотрите, обратите Чокер внимание. называется. Чокер, да, чокер. Здесь, значит, обилие цветов. Все на ней. Итак, вот. А есть у кого-то что-то такое, допустим, чего нет у других? Или у вас все равно равенство какое-то? У нас костюмы разные. Если это махровый, классический АТС. Но в своих постановках трайбл группы ММ мы, конечно, являемся, как бы, показываем
красоту танца и как бы ансамблевость. Все-таки у нас есть одинаковые юбки, одинаковые чоли, но это чисто используется только в постановочных номерах. Ну, то есть я даже видела, что у вас есть такие элементы, когда вы что-то внедряете из культуры народа Саха. Есть, да. То есть у вас, вы надеваете какие-то жилеты, да, или что-то, и тогда у вас меняется немножко трайбл уже таким северным оттенком, да? Чуть-чуть северного есть, да. Можете Элементы. быть цыганями, да, можете быть испанскими, да, трайблами? Девушками, да, у нас есть красивый танец с юбками, можем индийский танец танцевать. Вот так вот. Но основа все равно это вот это. Да. Всё. Хорошо. А у меня еще один вопрос к вам. Личный вопрос. Скажите, а соревнуетесь вот у кого больше всего? Вот у меня больше страз, у меня больше там дорогих оригинальных вещей, а у тебя здесь пустышка. Есть такое? Такого нет. Когда мы выходим на сцену, мы на самом деле всегда смотрим друг на друга. Если у кого-то не накрашены губы, мы обязательно подкрасим. Если кто-то вдруг не успела себе бинди приклеить, тоже поможем. И если вдруг у кого-то не хватает украшений, мы обязательно свои украшения одеваем на своих подруг. То есть делитесь даже? Конечно. Не прячете в закрома, что типа не дам тебе ничего? Нет, нет. То есть у вас такая большая-большая, огромная, красивая, яркая, причем еще богатая семья, да? Мы сестры. Вы сестры, да? Да. Действительно. Ну вот, девочки готовятся, но и самое время преобразиться и мне. Давайте одну на 5 минут. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, посмотрите, я готова к выступлениям. На мне порядка, не знаю, ну, наверное, килограмма 3 здесь ткани, по ощущениям. И килограмма, наверное, 4 металла, украшений, камней. Ну, в общем-то, я в восторге. Такое ощущение, что я побывала практически в каком-то гареме неком, да. Позади меня вот девочки, участницы танцевальной группы Имен. Девочки занимаются вот трайблом, и хотелось бы с ними познакомиться и узнать у них, как давно они этим занимаются и почему именно трайбл. Ну, начнем, допустим, давайте с вас. Познакомьте нас, пожалуйста, с собой. Меня зовут Светлана Колодезникова. Я в трайбл пришла в январе 2016 года. До этого я занималась танцами живота и как-то смотрела на них, но не прельщала. А вдруг на открытых, был у нас день открытых дверей в школе танцев Ладива, и увидела, как девочки в полном образе, как я сейчас, станцевали, и что-то произошло, щелкнуло. И я влюбилась в этот стиль. Мне нравится дух единства, что это племенной, что нет соперничества, что все сестры поддерживают друг друга и что можно импровизировать. Импровизировать. Хорошо, следующий, так, вас представьте, пожалуйста. У вас вообще, по-моему, самая большая юбка, если я не ошибаюсь. Или просто из-за того, что... новая. Она еще и новая, дорогие друзья. Поэтому, да, она такая пышная, объемная, и у вас очень много, да, таких украшений тоже, да, такая очень богатая у нас здесь, да, участница. Да, я одна из богатых. Девочки, расскажите, как вы давно попали в этот коллектив и почему выбрали именно это направление и занимались ли танцами вообще когда-либо? До этого, в принципе, я не занималась танцами. Кстати, меня зовут Макаров Арданов. Вот,
Да, и я пришла в трайбл в январе 2019-го по флайеру, который я получила от подруги, от школы Дива. Ну, соответственно, пришла на первый пробный урок. Ну, что-то делают, ну давайте я тоже сделаю. А потом так как-то втянулась. Ну, кстати, насчет ваших слов про Буратино. Все Буратино. Абсолютно все Буратино. Нет человека, который бы пришел и сразу так, эй. Даже если из другого направления пришли, все равно у них что-то палит, что-то не получается. Но со временем все это нарабатывается. И плюс еще каждый человек действительно индивидуален, и у них есть свои проблемы и свои, как говорится, недостатки. Например, я плохо ориентируюсь в пространстве. И за счет этого я в танцах как бы развиваю свой навык, чтобы ориентироваться в пространстве. Это уже хорошо. Ваш мозг, он развивается не только вот своей повседневной работы, вот проблемы и так далее. Вы приходите, вы развиваете ту часть мозга, которая у вас не работает. Вы развиваете те мышцы, которые у вас не работают. Поэтому, ну, самое главное, конечно же, это дух сестринства, который здесь есть и который витает. Мы сюда приходим просто-напросто отдыхать. Просто отдыхать душевно. Если, например, кто-то у вас там на работе, в семье большие проблемы, пришел, потанцевал, посмеялся, сбросил с себя груз и спокойно уже пошел на работу, побеждать всяких там, как говорится, минотавров и так далее. Так что всем советую, нужно танцевать, потому что душа просит. Просит. Хорошо, здесь, девочки, вы как давно в трайбале и как пришли, имели опыт. Самое главное, что дается сложнее всего, вот по-честному. Например, наверное, многие сейчас наши телезрители смотрят и думают, ну как-то все легко рассказывают, слишком легко, слишком все красиво. Какой-то подводный камень должен быть, вот именно хотя бы с технической точки зрения. Как вас зовут? Меня зовут Филиппова Виктория. В трайбл я уже даже не помню, когда пришла. С рождения. Вот, ну, занимаюсь уже несколько лет, даже уходила в декрет, обратно вернулась, сейчас с новыми силами. А так, конечно, мне очень нравится заниматься, и мне нравится многозадачность нашего танца. То есть мозг тут реально работает, даже не работает, а может сломаться, потому что движение, ну, кажется, что намного, ну, что легко, на самом деле это очень сложный такой процесс, ты должен думать, как танцевать, ну, изоляция у нас, изолируешь тело, ну, в общем, и в то же время следить за лидером, какие он ключи показывает, в общем, мне очень нравится, и я советую всем приходить, потому что человек реально очень много задач решает. Итак, дорогие друзья, если хотите, чтобы в танце у вас еще и думала голова и не расслаблялся мозг, тогда вам нужно идти в трайбл, потому что здесь действительно очень много задач с координацией, да, потом с пространством, тем самым, про который говорила Сардана, также про физические возможности, здесь же тоже все это нужно как-то на себе нести, главное подать, чтобы ничего нигде не отцепилось, не отвалилось. Ну, а еще я смотрю, вот здесь вот есть волшебные штучки. Что же это такое? Это сагаты, это один из тех самых музыкальных инструментов, с которыми танцуем на быстрой части, то есть отбиваем триоли. Тагадым, 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 тагадым и прочее. И про многозадачность это танцуешь, удержаться, чтобы ничего не упало, и еще и отбивать ритм. Тыгыдын, тыгыдын. Ну. Так, дорогие друзья, посмотрите, вот те самые, ну, как их назвать, бубенчики, да? Сагаты. Вообще научное название сагаты. Да. С какой культуры пришли они к нам? С востока. Это все восточное. То есть вы им отбиваете темп, ну еще что? Ритм, это ритм, да, это специальная музыкальность, это показывает, что мы не просто танцуем, импровизируем, но мы еще можем играть на этом музыкальном инструменте, по сути. Вот так. Ну, самое время, я думаю, вот во всей этой красоте попробовать все в деле. Движения мы знаем, красоту мы навели, ну а теперь мы хотим танца. Ну а еще один вопрос, девочки, мальчики бывают в вашей компании? В Якутске, к сожалению, нет, у нас в этом плане проблема. Но я точно знаю, что есть супружеская пара в Новосибирске, я лично с ними знакома, они супруги оба танцуют АТС. Девочки, нам нужны мальчики в АТС? Нужны, говорят девочки, поэтому, дорогие мужчины, если вы сейчас находитесь у экрана вашего телевизора и пожелаете попасть вот в эту красоту и стать участником АТС-группы в Якутске, первым причем, единственным пока что, милости просим, навыков танца не надо, красоту вам здесь наведут, это точно, ну а научат вас это 100%. Итак, давайте попробуем все на деле.
Испытано на себе. И мы готовы. сойти.
самые уникальные, зажигательные, очень сложные, но по-своему прекрасные и красивые танцы. Дорогие друзья, танцу все возрасты покорны. Главное было бы желание. Я еще раз благодарю всех прекрасных девушек, которые сегодня окунули меня в этот мир. Вот такие они классные и зажигательные. Спасибо вам, девочки, что окунули меня в мир трайбла. Это действительно круто и классно. И если вы, дорогие телезрители, увидите этих красавиц на концертных площадках нашего города, пожалуйста, поаплодируйте им в 2 раза больше, в 2 раза круче, потому что это было испытано на себе. И это не так легко, как вам, дорогие друзья, кажется с точки зрения зрителя. Действительно, это направление танца одно из самых сложных. Но красота это требует жертв. Да здравствует трайбл! Ура! Испытано на себе.